Usłysz me wołanie, szukam Ciebie, Panie, daj mi poznać się. Dzisiaj staję tu i proszę, ręce swoje wznoszę, błagam, usłysz mnie. Serce swe otwieram, Panie, proszę popatrz na mnie, dotknij duchem swym. Niechaj ducha Twego rzeka płynie teraz, czekam, uwielbiając Cię. Chwała Tobie, wszelka chwała, serce me rozpala, uwielbienia hymn. Godzien, Królu jesteś godzien, więc zaśpiewam Tobie całym sercem swym. Jezu, Ty tak ukochałeś, życie za mnie dałeś, abym wiecznie żył. Nic już teraz się nie liczy, kiedy przed obliczem Twoim stoję dziś. Nic już teraz się nie liczy, kiedy przed obliczem Twoim stoję dziś.
похвалений Ісус Христос. Наймилейшая. Гэта вельмі важная хвіліна для касцёла, які радуецца новым удзельнікам стола Пана. Гэта таксама вельмі важная хвіліна для вас, дзеці. Ад гэтай імшы вы будзеце часта спажываць хлеб, які дае вечнае жыццё. У гэтую урачыстую хвіліну, дарагія дзеці, папрасіце вашых бацькоў о благословенні. Благословите благодатная мама, благослови своим, сегодня тело Христа мне принять рабами моими. Боже наш Отче, зерни ласкаво з любов'ю на гэтых дзяцей і вядзі іх шляхам Твоих заповедей. Дух Святы напоўні сэрца дзяцей Твоёю ласкаю, каб яны маглі любіць Цябе і праслаўляць навекі вечныя. Аминь. Иисус,
веселість. А ви фотографії ще зробите пана Єзуса, пана Бога, ще більше його покахання. Сьогодні ви перший раз приймете Єзуса до свого серця. Сьогодні будете жити з ним кожен день. І пам'ятайте, і старайтеся так приймати Єзуса до свого серця як найчастіше, як ви можете. Той приятель, перший друг, до якого треба звертатися, до якого треба вірити, приходити сюди, як ви могли годно удільничати у этой святой Евхаристії, сповідуючи його I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetopłałam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicą i bezwzględną Boże. Jeśli zbuduje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuścić nam. Читання книги Івана Бражніка з Перге. Пошли следом за Павлом и Варнавом, які у розмові перемовили їх застаться у ласці Божій. У наступну суботу собрався амаль увесь город слухати слово Пана. Коли юдеї убачили такі натовп, наповнилися заздрістю, перечили тому, що казав Павел, і блюзнерили. Тоді Павел і Варнава за два сказали: вам першим треба було обвершати Слово Боже. А не покольки вы откидываете его и лишите самих себе для вартові вічного життя. Тому ми звертаємося до язичників, бо так нам загадав Пан. Я зрою тебе святому народу, как ты был избавлением аж до межу земли. Они почули, как язычники, устраивались и славили Слово Пана, и все, призначенные до життя вічного, поверили, и Слово Пана поширилося по всій країні. Але юдеї подбухторили побожних и глубоких женщин и пеших у городе людей, и раскачали коней на побои Варнавы, и выгнали их со своих межев. Я лишь обтрясли на их ползног и пошли у Иконию, а учени наполнились радостью и Святым Духом. Это Слово Божие. Мы
бачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити, з усіх народів, племен, родів і мов, які стояли перед троном і ягнем, опранутые у белые одежды и с пальмовыми калинками у руках своих. И сказал мне один со старцев: это те, кто пришел с великого утиску и отбыл одежду свою, и выпил его у крылья ягняти. Тому яны перед троном Бога и служат ему у день и у ночи святыни. И той, кто сидит на троне, раскинет над ними свой шатер. Яны уже не будут ни голодать, ни праздновать, и не будет палить их солнце и ніякая спека, бо ягнем такое высоко трона будет пасвить их и водить до крыниц живой воды, и вытрагу кожную слезу з їхніх очей. Это Слово Божие. Я и Отец одно. Это слово Бога. Все теперь сядут. Чего не хватает? Смотрю на вас, чего вам не хватает сегодня? Кто мне скажет, чего не хватает? Улыбки, да или нет? Есть, а чего радость у вас сегодня? С чего радость? С того, что 2 года учились сегодня, все, да? Так с чего радость должна сегодня быть? Должна быть радость или нет? Так а чего не улыбаетесь? Сидите. Какую дал возможность нам Бог, что мы можем жить разом? Какая есть возможность? Сегодня об этом говорит Евангелие, как раз сегодня есть неделя Доброго Пастыря. Смотрите, что мы можем быть разом с Папой Богом. Хорошо. Мои дорогие, что у меня здесь в руках? Кто знает? Права водительские? Зачем они нужны? Ну, вообще права, да, для того, чтобы ездить. Ну вот сами водительские права. Для чего? Для того, чтобы мы что? Могли ездить. А что здесь должно быть написано? Что здесь? Да, смотрите. Чьи-то права. Да. А что еще? Они дают нам возможность, что мы можем что? Ездить. Как бы такую открывают нам дорогу. Чему-то, да или нет? Открываем. А смотрите, сколько человек должен вложить чего, чтобы их иметь? Труда. Труда. Кто-то сказал деньга. Да, надо вложить деньга тоже. Что еще? Учиться, кто-то говорит. Смотрите, это моего Бога. Да или нет? Когда кто-то идет сдавать, то говорит, что он не будет учиться, что он хочет так просто. Сдать еще надо. Да, смотрите, надо учиться, научиться, надо научиться. Смотрите, надо или не надо? Потом надо еще сдать, да или нет? А зачем сдавать? Чтобы не ездить, а что дальше? Машину еще надо иметь. Да, еще надо иметь машину. Сколько здесь категорий? Кто мне скажет? На что там есть категория? Нарисовано что?
Смотри, в этом получить это сколько надо что? Учиться вложить страданий, сколько надо учиться для того, чтобы мы мучились, только чтобы мы быстрее передвигались, чтобы могли кому-то попасть, в гости поехать, или к больному, или к здоровому, или куда-то дальше. Смотрите, для нашего чего? Добра. Смотрите, добра. Мои дорогие, подписаны. Да или нет? То же самое. И у вас сегодня первая категория мотоцикл. Да, сегодня вы примите Пана Иисуса, так как мотоцикл, чем машина, это большая ответственность или нет? Ну, большая, да, потому что вы сами ездите, чтобы кого-то еще не сбить, не еще что-нибудь, да или нет? Смотрите, вы научились, вы знаете, вы сдали, и теперь Пана Иисуса, да, вместе с ним что? Ехать в донжение, то тогда что будет? Не будет аварии, да. Смотрите, тогда не будет трагедии, тогда не будет беды, злости и так далее, да или нет? Смотрите, так же самое в жизни. Счастливые или нет? Да, смотрите, счастливыми, будете счастливыми. А смотрите, если здесь сказано ехать 90, да, забирает, передает большой страх. А почему? Потому что мы нарушили, да, смотрите, потому что злые, да, нервничаем. Все виноватые только кто? Только не мы, конечно. Хоть вина так чья? Наша, смотрите, так же самое и по жизни, чтобы вы поняли. У вас первая категория. Через несколько лет дальше учиться на КТД. Как нет, уже стыдно. Все, мои дорогие, сентября, телегрузовая машина, да или нет? Смотрите, тогда у вас будет еще что? Еще больше ответственности или нет? Здесь поймете, будете уже почти взрослыми, а принявши бежмование, вы должны быть уже взрослыми, должны веру что? Оборонять, должны ее вызнавать, защищать. И грузовой машины или автобуса, представьте, здоровенная машина идет, загруженная, большая ответственность, чтобы где-то не зачепиться там задними колесами, да, или автобус 40. Есть или нет? Смотрите, на вас дальше будет еще большая ответственность, и вы должны то, что научить. Надо что? Тоже учиться? Тоже надо сдавать? А больше или меньше? Что больше похотеть? Аж до 11 класса, да или нет? Мои дорогие, чтобы мы тоже помнили. Но это наша жизнь. И если мы то, что научились, будем соблюдать, будем выполнять эти заповеди Божьи, то, что хочет от нас Бог. А что Он хочет от нас? Что? Что Он хочет? Чтобы ходили в костел, что еще? Родители служили родителям. Да, смотрите, это все надо выполнять, чтобы эта категория у нас что? Была. Смотрите, чтобы она у нас была. И мы тогда, на конце когда-то нашей жизни, получим что? Жизнь вечную. Жизнь вечную. Мои дорогие, вы сегодня начали такие права. Помните об этом? Права России. Что работают на милиции. О чем говорит Евангелие? Ну, что Пан Иисус сказал? Ну, Иисус сказал: овечки мои слухають голосу моего, и я ведаю их, и яны идут за мной. Слушать, смотрите, слушать, да, для того у нас уши, чтобы мы слышали, слышите. И что потом говорит? Кто слушает, тот идет за кем? За Богом. Чтобы нам идти за ним, мы его должны слышать. Чтобы мы пробовали его слышать в костеле. Если мы не будем читать Библию, если мы не будем дома молиться, мы дали. Да, то же самое и здесь. И помните, что он говорит, что мы его слышим. А слышать его, это значит, надо не тогда, как он говорит. Я о них знаю, они знают, что
Все, остаемся. Пусть у вас будет хороший час.
i uczynił, aby nasze życie było zgodne z wyznawaniem wiary raz Chrysta, Pana naszego. Боже, прийми на свой алтар дары и прагнения наших сердц. Свечка. Боже, Твой Сын – светло свету. Приносим Тебе эту пылающую свечу, вдыхающую зимы Иисуса Христа. Ты поможи нам, что зерна променявать Ему светлом у нашем жизни. Кветки. Боже, Ты творил травы и полезные для основного алтаря. Допоможи нам заховать сердце, прихожим и чувствуем. Да, Господи, Мамі, прийми наш серце, нехай служить на хвалу, подчас прославлення Тебе і прихожості святих. Віно і Господи, прийми Тебе віно і перемені у хвалу своєму Сину. Боже, з Твоєю добриною земля родит хлеб. Примени его, тело своего Сына, как насытить наши души и сердце. Bądźcie świadomi waszego ofiary, że bądźcie przed pomocą. Zanim rozpoczę sprawa, wysłuchuję zawsze zadanie powiedzi uczynieni przez sprawowanie sprawiedliwości przez Chrystusa Pana naszego. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Będziemy prosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został kierowany jako nasza Pan. Za nasze zbawienie sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiary. Dlatego według nas paschalnych radują się wszystkie ludy na całym świecie. Zaprawdę święty jesteś Boży, cudowny i świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i wierzymy zabrać, aby stało się zmianą z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa i rozdawał swoim uczniom umów. Wierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom i mówił: bierzcie i pijcie z niego wszystko. To jest bowiem kielich, który za niego będzie wylany na odpuszczenie
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej wybieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi. I bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam dać. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
за то, что сошел ты с неба и на земле, тут, все от нас, под выглядом застался хлебом. Что тобі там Єсус сьогодні можу дати? За то, що мене ти моцно покохав, для мене і всього світу життя не шкодувати. Шановні і дорогі нашому серцю, ксьондз Пропішнян, маю велику радість сьогодні подякувати за ласку Бога уділ в Евхаристії для наших дорогих дітей, за об'єднання і злучення з Ісусом. Дякую за молитву, Боже Слово, за терпеливість, теплоту серця і батьківську опіку. Дякую усім нашим святарам за послугу професіоналів і ласку пробачення гріхів. Шановна і дорога серцю здоров'я, ви вчили, як ставити перші кроки в дорозі святості наших земель. Про це вчилися, як ми познавали таємниці віри і багаті костюми. Дякую за слово, про велику милосердність Божу, до якої хочеться дотриматися і черпати. Шановна пані Катерина і пані Аня, дякую вам за кожну мову на клавіші барабану і струнності. Так само вільні дякую за продовження ближнього правління Святої Миші. Дякую усім, хто забрав за допомогу у урочистості. Нехай Єсус кожен день наповняє ваше серце своїми дарами, вірою, надією і любов'ю. Щиро дякую і низько кланяюся за вашу працю. Сама, дорогие дети, почалось и князь завсёды. Вот такий лёс человека, что Евангелие, как чуть Иисуса Христа и действительно, как Пан Иисус сказал. И завсёды вы можете сюда до Его привести. И який би грех у житті не здався, то что треба зробити? Что? Достоить, да, принять Пана Иисуса до своего сердца. Добро? Как вы завсёды не только сами жили Иисусом Христом, и с другими, какими спотыкаетесь в школе, на улице, где находитесь. Добро? И желаю вам этого, как вы все житте Иисусу Христу в вашем сердце. Батьки, что Господь дал вас, інтелектуальна, але так само і духовно допомагає. Бо, як це говорять, яблука об'явлено що? Мир, любви, того, что надо молиться, что надо ходить в костел, что надо быть справедливым и верить в Пана Бога. Поверьте, во что он встречает? Мама не делает, альбо папа делает. Даже сегодня он спрашивает, что ты не кекаешь, когда в костел ходишь? Он говорит, папа тоже не делает. Вот самое и духовно. Когда будете выховывать их так само духовно, не только словом, а и прикладом своего життя, то вы будете иметь з них радость. Великую радость так само в этом году. Небо благословеннейше, могący, Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Ty nasz Car,
Воскресенье обязательно, да или нет? Сколько у вас всех на уроках религии, да или нет? Все слышали? Целое лето каникулы есть от Пана Бога, чи нема? Нет. Каждое воскресенье надо быть где? И в сентябре обязательно все. Если у вас не будет, то что там будет? Плохо есть. Нет права. Трагедия может быть. Да. Слышали? Договорились. Каждое воскресенье в костеле в сентябре все на уроке религии. И это тоже обязано. Wciąż przez wiele lat duszy nie chleba, Panie, jesteś złamany wielki Ty Pan. Przychodzisz do nas już przez wieki, by ofiarować siebie nam. Tak czekałem